Друзья, ну что, здравствуйте. Все просили, все хотели. Harrier, вот он на канале. Красавец, симпатичный. И что самое интересное, у нас до этого был Harrier, но этот прям в хорошей комплектации, на коже. Я его ждал, чтобы сделать на него обзор. Прям такой интересный аппаратик. Классные формы кузова имеет. Ну, я думаю, все машины это прекрасно знают. Lexus RX аналог. Это Harrier на правом руле. Давайте посмотрим, как он выглядит снаружи. Такая красивая у него задняя часть. Фары классные, да? Диски здесь прям в тему тойотовские, хорошие. Красавчик. Чтобы вас не отвлекать, я решил все-таки для удобства все размещать на экране. Все характеристики, все остальное, чтобы это не путалось параллельно. Смотрите, давайте начнем с обзора все-таки салона. Посмотрим, что же у нас тут есть такого интересного. Ну, на двери достаточно просто, то есть стеклоподъемники и все, да, то есть вот. На сиденье мы видим управление электросиденьем. Сиденье у нас с подогревом. Жалко, здесь нет перфорации. В такой машине, я считаю, оно должно быть. Итак, присядем в салон и посмотрим, насколько же комфортно здесь себя будет чувствовать водитель, пассажиры. Итак, вставляем ключик. Оп. Руль подъехал. Завели. Ну, вот так вот все красивенько заморгало, засияло. Ну, в принципе... Спасибо. Такой типичный лексусовский тахометр. Простой, достаточно аскетичный, но информативный очень. Мультируль мы имеем в распоряжении. Так, круиз-контроля здесь у нас нет, но у нас есть зато здесь электрорегулировка руля. То есть в двух положениях: выше-ниже, ну и, собственно, вперед-назад. Вот. Что мы имеем также дальше? Здесь у нас всеми любимый классный, интересный подлокотник, который вот так кнопочкой закрывается и открывается. Подстаканники. Селектор КПП. Здесь мы видим подогрев. Вот он у нас. То есть, если нужно, включили, выключили. Музыка здесь крутая. JBL, как видите, шильдик. Это, я думаю, говорит о многом. Здесь у нас сабвуфер. Lexus часто их пихают спереди. Это очень удобно. И звук, конечно, от этого приятный. Вот. А здесь у нас такой огромный уютный бардачок, в котором, если хотите, можно самим спрятаться. Ну, в принципе, все. Как бы по салону спереди особо здесь такого ничего нет. Это считается такая достаточно неплохая комплектация. Я вам скажу, что бывает еще попроще. Вот такие вот подлокотнички удобные. Я считаю, на переднем сидении они прям в тему. Обязательно на переднем сидении внутренний подлокотник — это такой атрибут, который прям улучшает гораздо комфортнее становится поездка сама, то есть на автомобиле куда-либо, особенно на далекие расстояния. Дальше давайте заглянем к пассажирам, посмотрим, как же себя будут чувствовать пассажиры. Места, кстати, в машине очень много. В Lexus вот в этом мне очень нравится, здесь как выполнена посадка задних пассажиров. Все здесь достаточно интересно. В плане, конечно же, посадки. Чего-то сверх здесь вы не увидите, но на самом деле места предостаточно. Есть вот такой вот подлокотник, он, к сожалению, пустой, никаких кнопок здесь ничего нет, здесь есть просто такая хранилочка и, собственно, подстаканники, да? Но он нужен, то есть когда едешь, опять же, тебе комфортно. Управление климат-контролем, конечно же, присутствует. Вот такие вот пряталки, да? Управление стеклами, ну, достаточно все просто, и подсветочка вот такая вот у нас здесь присутствует. И в этой комплектации, обратите внимание, есть ионизатор воздуха, вот такая штука, которая очищает воздух. Это, я считаю, ну, было бы классно, если бы это во всех машинах было, потому что когда в машине приятно пахнет, это важно, не знаю, в машину начинаешь влюбляться. Давайте я вам покажу, как выглядит панелька передняя. Вот так это все красиво смотрится. Ну, аккуратно, все ровненько, четко, как бы без излишеств, но я бы в такую машинку еще понапихал бы чего-нибудь, если честно, от летовского. Вот не хватает перфорации, не хватает каких-то таких плюшечек. Ну, по управлению коробка здесь достаточно все просто. Подвеска, если бы здесь регулировалась, я бы, наверное, тоже, и вы были бы рады, да, то есть газомасляные стойки здесь не помешали. Так, а теперь давайте заглянем в багажник.
Посмотрим, что у нас здесь и как. Открывается у нас здесь снаружи с кнопки. Присутствует камера. Я думаю, это тот атрибут, который, в принципе, не нуждается в огласке. И так они есть на всех машинах, да? Какая-то здесь непонятная ткань, да, то есть можно, видимо, что-то здесь перевозить. Кстати, удобная штука, да, такая, посмотрите, как она выглядит, классно. Классная ткань для того, чтобы можно было, я так понимаю, закрыть багажник, чтобы его не повредить, не поцарапать. Сиденья у нас откидные, то есть мы вот так вот берем и, собственно, ну, во-первых, здесь можно спинку отрегулировать, да, но плюс также можем толкнуть. Сейчас, к сожалению, это все не получится организовать, потому что вот эта штука, она прицеплена, скажем так, и она потянет за собой весь багажник. Вот, багажник достаточно большой, то есть, как видите, скажем, вход в багажник огромный. То есть, опять же, холодильники, посудомойки, стиральные машины, ну, наверное, не для этой машины, но теоретически закинуть можно. Здесь классно, вот мне очень нравится, как здесь сделано, доступ ко всем ремонтным моментам, да, то есть, смотрите, здесь такая кнопочка, нажимаем, раз, открылся кармашек, очень круто, да. 2, кнопочка, открылся кармашек, тоже очень круто. И вот здесь у нас есть такой отсек, здесь так классно сделано, с такой палочкой, вот здесь, как в подкапотном пространстве, то есть мы вот так поставили и, собственно, можем ремонтироваться, менять колесо, если нужно, колесо находится снизу, да, то есть можем вот так раз, так все открыть, убрать, посмотреть, что нужно достать. Колесо у нас находится под машиной, вот здесь оно у нас так спрятано. Кстати, посмотрите, насколько качественно все, насколько чисто, аккуратно. Ну, качественно, я хотел сказать, сохранилось, да, качественно сохранился Lexus этот. Где еще такое увидишь состояние? Шикарно, просто шикарно. Спасибо, Lexus, вам за такие ништяки. Все у вас сделано очень красиво, очень приятно. Спасибо за вот этот коврик, я думаю, кто-то вам скажет. Harrier, да, такой фирменный. У нас в России я таких не видел. Вот здесь такая шторочка, которую можно закрыть, собственно, это все. Вот. И давайте сейчас немножечко вернемся к задним пассажирам. Я все-таки попробую немножко показать вам. Здесь, смотрите, здесь регулируемое сиденье, то есть вот такие вот рельсы направляющие, по которым, собственно, это сиденье двигается вперед-назад. Ну и плюс спинку, как вы видели, можно регулировать, да, то есть не часто увидишь, чтобы в машине регулировалась спинка, пускай и механически, ну тут кроме как на каких-то там бизнес-классах. То есть здесь сиденье как будто под перфорацию, качественная очень кожа такая приятная, ну это кожзам, но сделано прям приятно, чисто, аккуратно все. Давайте дальше заглянем под капот, посмотрим агрегаты данного Lexus, посмотрим, что же у нас здесь такого интересного присутствует. Вот такой вот V6. Они бывают гибридные, они бывают полный привод и передний, собственно, привод. Чистое, все чисто, аккуратно, никаких подтеков. Все прям, ну, шикардос. Шикардос, ребят. Спасибо, Lexus. Опять же, спасибо, японцы, что сохраняете в таком состоянии данные машины. Я думаю, мы вам благодарны, да? И что ж, ребят, рад был показать вам этот Lexus. Давайте прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, что думаете про этот Lexus. Понравился он, вам не понравился. Будем рады услышать любую критику, либо похвалу. Ну все, пока.